И был у башкирского народа сын великий, Салават. И не боялся он никого, и честен был со своим народом, и защищал его, и всю свою башкирскую землю. Из века в век, из поколения в поколение передавали сысены сказания о своих батырах. Легенды про них звучали в каждом ауле, в каждой семье. И вот настало время, когда одного из своих героев, Салавата Юлаева, люди впервые увидели на экране. Перед зрителями он предстал в образе Арслана Котлоахметовича Мубарякова. Хлещут плети, криво снется ветер, тихо мчатся кони, за врагом в погоню. Нагнали врага, и свищут стрелы, рвут бумагелы, по всему Уралу затрещали скалы. Арслана Мубарякова любили миллионы. Спектакли, в которых он играл, проходили с полным аншлагом. Актер отдал театру более 40 лет жизни, сыграл свыше 200 ролей. Также он долгие годы возглавлял Башкирский академический театр, был депутатом 5 созывов Верховного Совета БССР. За заслуги в области развития театрального искусства ему было присвоено высокое звание народного артиста СССР, был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знаком почета. В 1980 году ему была присуждена премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. Сейчас, по прошествии многих лет и опыта своего, смотрю на творчество отца вот совершенно другим взглядом. Я погружалась вместе с ним в те образы, которые он играл на сцене. А теперь уже я понимаю, что это не только естественность на сцене, а это еще, кроме таланта, это еще огромная работа над собой, над ролью. Гляди, месяц песни играет, а песня летит, летит. На землю прилетела, земля стала белой, кругом все белое. А тут черное. Отчего же у тебя тут черное? На сердце у меня черно, черная жизнь башкирского народа. Эх, взять бы крылья, да полететь. Я, Мубаряков Арслан Котлоахметович, родился в 1908 году в семье лесорабочего, деревня Оса, Белорецкого района Башкирской АССР. Отец, Котлоахметов Мубаряк, до и после революции был лесорабочим, работал на сплаве и гонял плоты. Из хозяйства у него были лошадь, корова и дом. Матери я не помню. Она умерла в 1913 году. Воспитывался у мачехи. Отец умер в конце 1919 года. Наша семья, хозяйство после смерти отца в руках мачехи разрушились. Распределив наследство между собой, каждый из нас искал себе помощи. При распределении наследства на мою долю попала кобыла. И с ней я пошел работать на троюродного брата Абсадыя, который тут же зарезал мою кобылу и мясо распродал. Меня он заставлял работать крепко, кушать давал отдельно от своих и кормил плохо, а сами питались хорошо. Я не вытерпел и ушел к другому троюродному брату. Но и здесь нечего было искать счастья. Меня, 11-летнего мальчика, заставляли выполнять трудную работу, рубить дрова на зиму, косить сено и другие работы. К зиме я подошел в оборванных штанах, рубашках. Никто не одел меня, не заботился обо мне.
Арслан Мубаряков был милым человеком, как человек, человечным человеком. Он всегда, знаете, любил шутить. Он всегда, понимаете, говорил такие слова, которые только он мог один говорить. Он вообще-то режиссер, актер, салават играл. Это было в 43-м году. Я лежал в госпитале города Тулы, и там нам всем показали фильм «Салават Юлаев». После просмотра одна из медсестер даже влюбилась в Арслана Мубарякова, а потом и меня стала называть Салаватом. Позже я заметил одну особенность. Если на сцену выходил Арслан Мубаряков, и даже если на сцене он был один, все сценическое пространство заполнялось. И когда я писал свои пьесы, я знал, что в театре есть такие актеры, как Арслан Мубаряков. Почему башкирский театр и башкирский театр так начал славиться? Это исторически короткий же срок, уже к 30-м годам этот театр был всемирно известен. Почему таким стал? Потому что веками царизм не давал выхода таланту этого народа, красоте этого народа. И вот когда Октябрьская революция открыла, бурным потоком в эти ворота пошел талантливый башкирский народ. Народный артист БССР и СССР Арслан Котлахметович Мубаряков родился в 1908 году в нашей деревне Асы. Он очень рано остался сиротой. Мать умерла, когда ему было 5 лет. Отец, когда ему было 11. Арслана Мубарякова отправили вот в этот детский приют. Когда умерла бабушка, 4 ее детей остались сиротами. Моей маме было тогда 9 лет. Гумар Агай и Арслан Агай были младше ее, а самой маленькой сестренке был всего 1 год. Дедушка женился на другой, но вскоре умер. И Арслан Мубаряков попал в приют. В родную деревню он возвратился в 14 лет. В те годы осиротело много детей, умирали целыми семьями, и тогда, в 1919 году, правительство издает указ о создании детского приюта. В первый день в этот Серменевский приют привозят 13 детей. Из Асов Арслана Агая, из Серменева Гирфана Агая. Еще привезли Мухиддина Таджи. Помню, мама рассказывала, как из этого приюта каждый день увозили несколько детей, умерших от голода. Старшая сестра Арслана Мубарякова всегда вспоминала, когда увозили брата в детский дом, она успела насыпать в карман его рубашки горсточку ячменных зерен. С этой горстью он и уехал. Позже, в каникулы, он всегда приезжал в Асы, помогал в пору сенокоса. Вот это самое историческое место, связанное с вашим отцом. Именно здесь он получил свое первое образование. Помню, приедет к своей сестре Сабиле, побудет у нее немного, а потом пойдет навестить сестру Сергию, дядю Юсупа, сестру Лилию. Вот какой простор, какие горы, какой воздух здесь, родники, река. И какие у нас сосны. И он всегда ездил туда и проводил все отпуски у себя на родине. Эти края удивительные, удивительные. И мне кажется, даже что-то вот отдали эти горы, эти мощные леса, эти горные водопады.
дали ему вот какую-то мощь, какую-то силу, таланта. И он взял от них и возвратил своему народу. Арслана Агая я знал с ранних лет. Он был отличным наездником, умел даже скакать стоя на коне. В деревне его очень уважали. Его приезд в Асы был настоящим праздником. Он дружил с моим отцом, тогда председателем колхоза, с Юсуп Агаем. Они были очень большими друзьями. В этот трудный момент моей жизни меня забрал какой-то добрый человек в детский дом. В детском доме, где воспитывался будущий актер, было много кружков: хоровой, танцевальный, драматический и даже кружок начинающих писателей. Арслан Мубаряков с большим желанием посещал драматический кружок. Уже тогда спектакли, в которых участвовал маленький Арслан, приходил смотреть весь аул. Вы знаете, да, вот ваш детский дом, да, называется именно чего? Арслан Мубаряков. Вот. Он тоже был маленький, вот таким же, как и вы. Но чуть постарше он пришел сюда. Я его сын. У меня есть тоже сын. Его тоже зовут Арслан Мубаряков. В детском доме я окончил первую ступень и в 1924 году вступил в комсомол. Работал пионер-вожатым. В 1927 году детский дом направляет меня учиться в город Уфу, в техникум искусств на театральное отделение. В 1927 году Арслан Мубаряков возвращается в Асы. Для того, чтобы добраться до города Уфы и продолжить учебу в техникуме искусств, он строит своими руками бревенчатый плот и целых 10 дней плывет на нем до столицы. И кто бы мог подумать, что обычный мальчик из башкирской деревни Асы Белорецкого района достигнет таких головокружительных высот, станет великим артистом и всенародным любимцем. Но каким трудным и тернистым был путь к этим вершинам, знает только он сам. Арслан Кутлиахметович белән без 27 ел бергә Зәнгатьтә техникумына укырга киттек. 4 ел буена. Я учился вместе с Арсланом Мубаряковым. Целых 4 года мы с ним сидели за одной партой, жили в одном общежитии. Каждый год мы ставили учебные спектакли. Арслану Мубарякову всегда доставались главные роли. Например, в первый год учебы в учебном спектакле «Аксан Батыр» он играл Аксан Батыра. Во втором курсе в «Ревизоре» играл Городничего, в «Расплате» — Сабира. Таким образом, его работы уже тогда оценивались высоко, его замечала пресса, и он слышал о своей работе только хорошие отзывы. Главный рольләр уйнап, матбугатта мактала, һәм үзенең таланты хакында яхшы рольләр эшләтер. Когда Арслан Мубаряков добирается до Уфы, он узнает, что экзамены уже закончились. И вот он заходит в училище искусств и встречает Файзат Галча. Он человек всегда сразу такой был тонкий, наблюдательный, так сказать, сразу увидел такую оригинальную личность. Подошел, как ни в чем не бывало, как старому знакомому, спрашивает, где тут это сам, куда тут, чего куда. Да вот, театр бы куда-то там и так далее. А вот, говорит, вот здесь идут приемные экзамены. Ну вот когда дошла очередь до Мубарякова, вот он говорит, ты, друг, подержи-ка вот этот мешок, а я, говорит, пойду. Ну, он пошел, а Оскару стало, естественно, интересно, он приоткрыл и слушает. Ну вот там ему говорят, ну, что ты умеешь делать? Он говорит, что, все умею. Петь можешь? Могу. Ну-ка спой. Зарычал. Ладно, хватит. А читать стихи можешь какие? Ну, вот в детстве меня учили сурам Корана, например. Может, вам Коран? Нет, Коран не надо. Неужели стихов никаких не знаешь?
Вот. Ну вот я точно даже не помню, так интересно рассказывал, что-то начал читать, ну, сами понимаете, ну что, какая у него, может быть, могла быть школа? Был только голос могучий. Биіктә ұса құзғын құш, унан биік ұсыр ласын бар. Ласындан да биік ұса тұрған, құш патшахы қайғыр бүркіт бар. Шул бүркіттәй егіт, батыр бұл, тайғаныңда таян дұстарға, яуда арысландай ажғырып, ен аямай ташланды дұшманға. Я с моим отцом участвовал в съемках фильма «Салават Юлаев». Мубаряков сам надел на меня какую-то длинную рубаху, на голову шляпу, дал в руки палку, и в роли сына пастуха я стоял вот на этой горе. Арслан Алгай же он, ну, как бы создатель образа, в общем, Салавата Юлаева, который сейчас, ну, вот он материализовался, да. В то время он не такой был популярный, Салават Юлаев. Вот фильм про Тазанова появился. Фильм же очень талантливый и удачный получился. Фильмов было мало, весь советский народ видел Чапаева и Салавата Юлаева. Это были национальные герои. Мы помним Арслана Ахмедовича, какой он был, Салават Юлаев. Красавец, как будто выточенный из целого камня, из скалы. Такой глыба, на которого можно просто смотреть, которому не нужны даже приспособления какие-то актерские или компьютерная обработка в фильме, а он есть такой, через него говорит природа. И, конечно, захватывало дыхание от просто присутствия рядом с таким человеком. Да, во время войны ему поручили руководить театром. Почему ему доверяли руководство? Он был очень справедливым, никого не выделял и требователен. И справедливым в том отношении, тогда ведь каждая корочка была хлеба, это на вес золота. Вот припоминается такой случай. На гастролях обычно брали детей, потому что мы, дети, были голодные. И нас вывозили вместе с собой. И когда спектакль ставили в этих деревнях, глухих деревнях во время войны, ни электричества, ничего нет, керосиновые лампы, вот это я помню, в свинарниках играли, там каких-то клубов ведь как таковых редко где было тогда. И колхоз выделял полмешка, там, допустим, картофеля, да, или зерно, или еще что-то, да. И вот он делил после спектакля, вот, и все поровну делил. Значит, у кого дети, чуть-чуть побольше получалось. И так вот делил все, и нам не оставалось. Мама нервничала, говорит, что мы не люди, что разве мы не работаем, почему, значит, ты не выделяешь. Ну, не хватило, говорит, не хватило, в следующий раз будет. Значит, не приставает вроде того, что... Вот до того он был щепетилен в этих вопросах. Как депутат у него встречи, конечно, очень интересные. С ним на встречи с избирателями обычно ездили другие актеры. Ему же, как депутату, всякие наказы дают. А эти наказы не только культурного плана. Наказы бывают там строительство школ, мостов, дорог. Здесь, конечно, мы старались помочь ему. Не только на декаде башкирской культуры в 1955 году. Июня в Большом театре Союза СССР состоялся заключительный концерт декады башкирской литературы и искусства. Вот в этом театре, тогда помещении Московского художественного театра, состоялись спектакли Башкирского академического театра драмы
во время декады литературы и искусства Башкирии. Здесь и шли те знаменитые спектакли «Отелло», «Дядя Ваня», «Караизляр» и «Одинокие березы». Сейчас уже здесь нет МХАТа. Сейчас здесь размещается театр наций. Новый театр, его темный силуэт и улица, которая тогда называлась улица Москвина. Рөхсәт ит. Кассио килһен бында. Бир яулыкта күңелемнидер хида. Куйсы зинһар. Унан һәйбәт кеше бер кайдала эзләп таба алмады. Яулык! Кит! Янымдан! Мне хочется рассказать о Мубарякове в роли Отелло. Это было время, когда театр готовился к декаде в Москве, и Отелло был одним из таких основных спектаклей этого показа. В этом спектакле были заняты очень интересные актеры театра, ведущие актеры. Его дуэт с Янбулатовой, он был наполнен светом, он был очень прозрачный и теплый. Его знаменитое голосовое «Миным таным хора», оно было криком вот этого отчаяния. Обман раскрывается для него. Он раскрывается в самой трагической, финальной, кульминальной сцены. И когда вдруг уже совершено убийство, уже нет Дездемоны, уже трупы рядом, вдруг он видит Яга, входящего. И в этот момент у него наступает прозрение. Это было прозрение очень сильного человека. Это было его крушение, крушение моральное, крушение нравственное. «Кабахат!» — кричит он на вошедшего Яга. И вот эта кульминация спектакля, после которой уже жизнь для него кончается, у Мубарякова была очень сильной. Момент спектакля, когда Отелло убивает Дездемону, был настолько убедителен, что зритель не мог смотреть на сцену без слез. Он всецело верил происходящему на сцене, так, словно это происходило на самом деле. Это голос Арслана Мубарякова, который звучит. Какое счастье, что успели записать его роль в исполнении Отелло. Его речь, вещь, такой его тембр голоса, потому что это потрясает. Потом уже, когда я стал повзрослее, когда я уже был в Ленинграде, я видел величайших актеров, исполняющих эту роль. Остужев, Бабазян. Вот, и я всегда сравнивал у Мубарякова свой тембр голоса. Башкирский язык красивый, когда идет от глубины. И то, что он владел этим. На ту же декаду везли спектакль Мустая Карима «Одинокая береза». Там была такая сцена. Он председатель колхоза. Не все принимали как нужное, что нужно укрупнять колхозы. В таком масштабе, по 10-15 колхозов вместе. Когда Мубаряков уже сказал, мы поверили, оказывается, так и надо. Не указанием ЦК, а словам Мубарякова со сцены. Вот такой силы, убедительности было в нем. Режиссер Шаура Муртазина Войницкого она увидела в Мубарякове. Это было очень неожиданно, потому что вроде бы вот и темперамент Мубарякова, и характер сыгранных им ролей, он как-то очень, не вмещался вот в рамки чеховской драматургии. Мубарякову надо было перестроить всю свою вот партитуру, весь свой характер, весь свой внутренний мир для того, чтобы сыграть Войницкого, закрытого, собранного.
страдающего, без открытого темперамента. Утро, гостиная. Войницкий с букетом идет, чтобы подарить ей, женщине, в которую он влюблен уже многие-многие годы. И вдруг он видит Елену Андреевну с Астровым, полуобнимающим ее. И страшная пауза, он кладет на первый попавшийся предмет свой букет, и вот Мубаряков бежит через эти комнаты в отчаянии, и раздается выстрел. По пьесе выстрел этот не кончается результатом. И совершенно опустошенный, пустой, с пустым взглядом. Вот вы знаете, он даже, казалось, стал меньше ростом. Появляется Мубаряков, прислоняется к косяку двери, длинная пауза. Жизнь не состоялась. По итогам декады литературы и искусства Башкортостана в Москве в 1955 году Арслану Мубарякову присвоено звание народного артиста СССР. Готовились мы к 400-летию добровольного вхождения Башкирии в состав русского государства. Мустай Карим написал ведь стихотворение «Россиянин». И первое исполнение этого стихотворения Арслана Мубарякова. По-другому, кроме как по-мубаряковски, никто и не мог читать это стихотворение. Это ведь стихотворение гимн, когда он выйдет на сцену и сам как памятник. И стихи запечатлелись в памяти навсегда. Не русская, но россиянин. Ныне я говорю, свободен и силен. Я рос, как дух зеленый на вершине, водою рек российских напоен. Называться этим именем я вправе. Нам с русскими одна судьба дана. 4 века в подвигах и славе сплелись корнями наши племена. С башкиром русской спутники в дороге, застольники, голь брага на столе, соратники, по-воински тревоги. Нет дружбы крепче на моей земле. Он от природы был настолько органичен. Вот органика ребенка и высочайший интеллект у этого человека. Откуда же у человека все-таки вот эта интеллектуальная высота? Понимаете, наверное, это дается именно от природы. Именно дается, скорее всего, это какая-то космическая связь. Вот у него было мышление, планетарное мышление у Арслана Ахметовича. Он все видел, все узнавал и все чувствовал. Такой тонкий вкус, замечательный вкус у этого замечательного актера. Первый спектакль, который я увидел вживую на сцене в роли Арслана Ахметовича, был спектакль по повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары», рассказывающего о пожилом табунщике, который прощался со своим конем. До сих пор вот перед глазами его большой тулуп, какой-то малахай на голове и широко-широко раскинутые руки. Он читал монолог и был один на сцене. И он прощался со своим верным конем. Какие у него были руки, как он это раскрывал, свои объятия. То есть вот на сцене он
был один, а было полное ощущение такого, что сцена была заполнена. И когда поставил я спектакль «Матери ждут сыновей», главные роли Арслан Ахметович, это Асхат Мирзагитова. Мы за этот спектакль потом получили государственную премию республики. И как-то Арслан Ахметович заболел, я работал и с другими артистами. Ну, были там такие личности, которые говорили: давайте мы заменим Арслана Ахметовича, потому что он, когда выйдет, еще он болеет, когда выйдет, еще не знает, а спектакль надо выпускать. Я говорю: вы не торопитесь. Арслан Ахметович выйдет и не только догонит, перегонит нас. И он действительно вышел и сделал этюд «Прощание с сценом». Весь коллектив, который участвовал в этом спектакле, плакали. Не смею, сын. Во дни удачи славы умом и волей был ты старше всех. И потому во дни беды смертельной ты самому себе не изменяй. На крепость духа твоего и ныне мы будем опираться, как на стремя. Помню его образ в спектакле «Салават», также по пьесе Мустафы Карима, где Арслан Ахметович играл роль Юлая Азналина. Я помню, как он искал грим к этому образу. И вот монтюр, то есть у нее голова была почти лысая, монтюр он надевал очень долго, гримировался, и была такая широкая, окладистая борода. И есть замечательное фото Олега Полянского, где запечатлен в этом образе Арслан Ахметович. И эта фотография вот выражает всю суть. Актеры, которые прошли, которые именно в школе переживания, когда внутри они же входит некий этот образ, фактически он самого себя использует для создания некого образа. Как бы уже начинает жить, она выражается через глаз человека, через глаз артиста. Если мертвые глаза, значит мертвый актер. Понимаете? Энергетика-то передается же через душу актера, через глаза артиста. Поэтому, естественно, он проживал всегда во всех ролях абсолютно стопроцентно, не жалея себя. У него были оголенные нервы. Но это присуще только очень талантливым людям. Мы играли вместе с ним в спектакле «Салават Юлаев». Он играл Юлая, я Салавата. И тогда он мне сказал одну вещь. Он сказал: «Кустым, ты сейчас уже хорошо держишься на сцене, хорошо играешь, но ведь события не только на сцене, но и за сценой. Это событие тоже надо выводить к зрителю». Этот совет был для меня большим уроком. Хәтеремдә калган «Ташлама утты Прометей» спектаклен әзерләгәндә Помню, как мы готовили спектакль «Не бросай огонь, Прометей». У нас был прогон, и он нам сказал: «Ребята, что вы делаете? Вы ведь совершенно затишили спектакль». Это его слово «затишили». У нас романтический театр. Подъем должен быть. Гордость, наконец, а не жалкий шепот на сцене. Отчего наш театр ценится среди народа? Потому что у нашего театра есть свое лицо. Ул хатта премьер килтереп китте. Безнең театрыбыз ни өчен халык арасында күркәм? Безнең театрыбызның үзенең йөзе бар дине. Они были велики, велики, по-другому я сказать не могу. Великодушны, сдержанны, строги. Одним только словом могли поставить человека на место. Одним взглядом, глубоким вдохом, одним междометием могли повлиять на течение театрального собрания. Вот в этом и было их величие. И вот я перебираю его записи, дневники, книги, которые он читал, а он покупал очень много книг по искусству. И там я вижу заметки, пометки, какие-то на полях, свое согласие или несогласие с автором. Он изучал материалы, например, книги Ленина, как он это составлял предложение.
И фразы, ленинские фразы. Не только картавил, да, но и ленинские фразы выстраивал так, как, допустим, он писал вот свои статьи. И удивительно, вот его лицо поддавалось гримерам в разных, например, Владимира Ильича Ленина. Он также играл Сталина. Или даже он Фрунзе. Олег Кошевой. Он Олега Кошевого играл в 40 с лишним лет. Играл 16-летнего мальчика. Помню, как мы выезжали со спектаклем на гастроли. Арслан Мубаряков играл роль Арысланбая. Ангам Атнабаев даже пьесу свою назвал Арысланбаем. И вот после очередного спектакля, когда мы ехали в автобусе в другую деревню, во время беседы Атнабаев сказал: «Арслан Агай, ты, наверное, очень богат, ведь ты такой известный человек». А Арслан Агай ему ответил: «Да, богат. В переднем углу моего дома висят лапти и башкирское полотенце». Ташламонты Прометей спектакль спектакль был Адам Шахт ойнай, Титан, даяк. Спектакль «Не бросай огонь, Прометей» для Арслана Мубарякова стал последним. Он играл Адам Шаха, Титана. Мы, актеры, лежали под пологом. И когда он проходил по нему, хватались за его посох, хотя не должны были этого делать. Он нас за это никогда не ругал, а наоборот, подхватывал нашу игру. Это был его последний спектакль. И мы проводили его вот так, играючи. С трибун часто говорили: незаменимых актеров нет. Но величие Арслана Мубарякова, его голос, его энергетика, его темперамент так необходимы нашей сцене, так необходимы нашему народу. Мубаряковых единицы. Оның тауышы, оның энергетикаға, оның темпераменті кірмей сахнаға, халқыма барып етмей, Мүбәрәктәр бір түккіне. До последних дней Мубаряк Агай не покидал сцены. До последнего вздоха выходил к своему зрителю. 22 июнь 1942 ел Мәскәү қалаһы Кремль. Бұл спектакльді қойғанда біз шуның менен шатландық. Когда ставили этот спектакль, мы радовались тому, что в нем ясно ощущалось единство духа, сплоченность и великая сила веры в победу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Фронттағына түгел, тылда болған хезмәткәрләрдің еңуге арнаған эше, улардың бердәмлеге, рухи көсе турасында һөйләй бұл спектакль. Театрға 60 яшь тулғанда хөкүмәтебезнең карары менән. Во время празднования 60-летия Сибайского башкирского драматического театра указом правительства ему было присвоено имя Арслана Мубарякова. Арслан Мубаряков проработал здесь первые несколько лет, начиная с 1931 года. Был его первым художественным руководителем и главным режиссером. Он один из тех, кто вложил много сил в создание этого театра. Ошо тактаташты асканда дәррәү халык булып, уның рухын, уның исемен тагыла бер кимәлгә күтәрде. Гадәттә, тарихты халык яза тиһәләр дә. Я бы не совсем согласился с высказыванием, что историю пишет народ. Я бы сказал чуть иначе. Историю пишут такие личности, как Арслан Мубаряков. Своим трудом, своим образом, своим взглядом на жизнь он написал часть истории нашего театра. Арслан Мубаряков образынан яһап. Скульптура Салавата Юлаева сделана из образа Арслана Мубарякова, потому что он Салават.
Он был Салаватом и остается им. И не случайно памятник Тавасиева является вторым по величине в России. Памятник сначала хотели установить на площади. Тавасиев был категорически против и добился того, чтобы его установили именно на этой горе. И с тех пор высится памятник Салавату Юлаеву на радость жителям города Уфы и гостям столицы. Он — символ Башкортостана, а внутри этого символа запечатлен образ Арслана Мубарякова. Ул символ Башкортостандың символы, ул Башкортостандың символы, а ул символның ісінде Арслан Мубараков бар. Сотни миллионов лет. Также формировался этот народ. Откровением такого духа вот этого народа, который жил и этой горы, был отец. Могучий, большой, вольнолюбивый. И поэтому он и жил так. Он жил, как эта гора. Всех, кто его хочет понять, нужно подняться сюда. Яшін мәгдәле улай таудар, ақ буранға қапыл қапланып, аз булхала аз сүйдің асы, хыпырып түшір қарлы япманы. Яңы елді бұйыл қаршы алам, ир арслан туған түйәкті. Az булхала аз сүйдің асы, бигрәк ямлы тидәр бұл яқтар. Бұл не хикмәт, асылып кетті асы, мұғжизелер yok деп әйтәлі. Бурандарды йыртып, алға басты, Мүбәрәков ағай һәйкәле. Аулына һәйкәл булып қарай, мәшһүр Мүбәрәков Арслан. Заманында ушы яш бүркітті құйындырған ниндәй ырыз дан, тірілткәнді яңынан салаватты, яңғыратқан батыр ұранын, икі бүйік башқұрт қанатында, башқұрт даны, дүния ураны. Күкірәк кирді милләт ғырурлығы, қошылғанда икі дахи күс, бүйіктәрді қиянаттар аңдый, тұзақтарын құра, мәкір, үз, таштар яуа башқа, давыл бәрі, күрәштерден юлдар ғибарет. Салаваттың яны Арсланда, Арсландың яны салаватта, құш йөрәкле булып бәләләрді хындырға тиеш Мүбәрәк. Асыла ябыла асы күге, бір ишіліп ява, бір туқтай. Һәйкәл һәр сақ ғырур уның йөҙөн қар өшөтмәй, құяш йылытмай. Барыһына хәҙер ҡарай сабыр, булһын суаҡ, булһын сатлама. Тере саҡтарында кем һатмаған, ниндәй йылан уны саҡмаған. Йылан менән йылан булыуҙы ул ирлек намыҫынан кәм күргән. Салаваттар менән арсландар, Атиллалар менән ателлалар, өйрәнмәгән хәйлә мәкергә. Қатмарлырақ икән алышудар, астыртын күс, яшерен яу менән. Қайғыларды қайғы күргән еңә, таштар ауырлығын тау білә. Ир яңғыды түҙә, қайғылары, бәғірдәрен тілгән мәлдәрдә. Һәйкәл үҙен саҡ-саҡ тыяһымаҡ, янда кеше юҡта ыңғырашып, сатлап ҡына китер хәлдәрҙә.